Eyse endegen datka, alaylı kayım endegen datka, Alınbek menen koş yürek datka, Atağı getken alamga datka, Kurmancan datka, kurmancan datka. Deşike, kurmancanı sımır olup, Toy bolğun kırgız elimde, Yürügönde senin, alısqa taşta öz jerin, Aytılı alay jeline, kurmancan boldu ак келин. Района. Да. И я когда туда приехал, вот все примерно как у вас. Да? Так что Спасибо. и одежда такая, песня, ну, я-то не понимаю слов, как бы, но ритм, мелодия сама по себе. Просто Это настоящий, это национальный форм. Ну, похож, значит, вы понимаете, да? Много Не понимаю. может ответить, ну, понимаете. Хорошо. Смысл. Bizde meken Jarıka bay şangabay, Bizim meken bakırka bay şangabay. Hayda çalsam muzikanın külleri, Kalbim duram dokundanı ırdavay, ırdavay, ırdavay. Kalbim duram dokundanı ırdavay. Профессиональный историк, 40 лет занимаюсь историей. Доктор исторических наук. Написал 14 книг и монографий, самых разных. У меня книги издавались в Болгарии на болгарском языке, в Казахстане на казахском, на турецком. И вот ту книгу, которую отдал про сибирского князя сибирских киргизов Ренек. В 23 году ее презентовали в Аше, в Бишкек, Аша. И
на киргизский перевели. А сейчас я заканчиваю, сдал в печать новую книгу под названием «Цивилизация сибирских киргизов», где я доказываю, что киргизы это был вовсе не малюсенький народец, как у нас рассказывает некоторые товарищи. Это было большое государство, 19 веков государственности в Сибири. Это один из мировых рекордов. Мало такого. Непрерывная государственность. Ну, минимум с 3 века до новой эры, до начала 18 века. И своя локальная цивилизация. Вот если по советской школе, помните, нам цивилизацию нам речные рассказывали. Древний Египет, Да. Китай, Месопотамия. Рим. Нет. Египет, Месопотамия, Китай, Индия. Это речные цивилизации. 4. Шумеры. Речных. А Шумере? Нету, да? Это те цивилизации, которые строили свою жизнь вокруг ирригации, где строили каналы, земледелие и за счет этого процветали. Вот я показываю, что у киргизов в Сибири было примерно то же самое. Это была речная цивилизация, которая существовала веками. Строили каналы такие же, как в Египте, в Китае. Остатки остались. И это все собираю. Очень интересная тема сама по себе. Книга, правда, толстая получилась, где-то 850 страниц. В ноябре ее, наверное, будет презентация в Бишкеке. Ну, возможно, потом в Ош. Если организуют, я приеду с удовольствием. Где-то там в Бишкеке планируется на 7 ноября, День памяти предков. У вас, ну и дня через 2, через 3, может быть, в Оше, 9-10 ноября. Это очень большой труд. Я объездил где-то 60 тысяч километров в 3 странах, 30 городов, архивы, музеи, библиотеки, более 600 книг и монографий изучил, документы и вот доказываю, показываю, что в Сибири киргизы цивилизационный народ, у которого было развито не только кочевое хозяйство, это как часть была, а большая часть была это оседлое население, занимались пашенным земледелием растительным, металлургия, абсолютно уникальное военное дело, ремесло, уникальное ремесло было, гончарное, то, чего не было у кочевых народов, именно вот как и земледельцы себя делали, уникальные киргизские вазы, они до сих пор не могут понять, как их делать, потому что крепость камня не разбивается до сих пор, их находят, они целые, и звон, как у металла. Больше 2 лет я работал над этим проектом, вот сейчас закончил. Маленько надо выдохнуть. Потому что очень тяжелая работа на самом деле. На правительственном уровне есть поддержка? Нет, я не занимался. Все частная инициатива. Нет, люди занимаются наши? Да. Предприниматели некоторые помогают. Занимают? Нет, сейчас уже там знают, помогают? Предприниматели, да. Академия наук? Нет. Нет? Академия наук. Историки? Не все. Некоторые историки, да, а некоторые категорически против. Во Это их не этот все, да, хлеб, понятно. да, снимаем хлеб. А про письменность что можете сказать, коротко? Ну а что про письменность? Енисейская письменность это была киргизская письменность. Наша, да? Да. Это тогда еще не было ни тюрко, Да, ну то гораздо есть раньше. письменности Да. не было. Да. А сейчас вот эта письменность существует Ну ее восстановили, как бы, ну я не знаю, я не в пользуюсь. России, нет? Почему и у вас восстановили ее? Занимаются люди. Не, широко не пользуюсь этим, да? Ну, как в науке. Сделали алфавит енисейский. А насчет Хурмангандатки у вас есть какие-то намерения или как? Пока только Не будем изучение, намерения, да? интерес. Ну, понимаете, для того, чтобы это делать, история это вообще наука, а не для бедных людей. Ну, я там прочитал, был правильный вопрос.
поставили. После того, как ознакомились. Кино смотрели, наверное, да? Правильно. Они просто друг друга готовые материалы взяли, но конкретно сущность еще никто не вник. Ну, видите, в России ее не изучали, не знают, как бы, да. Для меня это тоже как бы новость такая была, потому что меня, например, очень сильно удивил сам такой факт, что, ну, по сути дела, в мусульманской стране женщина стала руководителем, то есть ее признали официально. После кино уже все узнали, что в Кыргызии есть такие женщины, да, это время. Да, я бы не сказал, что фильм он так широко пошел, как бы, то любители только ищут. Но на самом деле случай уникальный в истории. И он требует глубокого научного осмысления, почему это так произошло, потому что к тех, что я прочитал, просто фиксирую, вот такого-то числа было то-то, то-то. А история должна отвечать на вопрос, а почему это произошло, как так могло случиться, вопреки там, нормам, правилам, традициям, условно. Вдруг это произошло. Значит, какие-то факторы были, значит, у нее были какие-то уникальные личные качества, уникальный личностный ресурс, что и хан согласился, да, и потом в Российской империи согласились, как бы, ну, признали. И это надо глубоко разбираться. Может быть, это для вас будет новость во всей Центральной Азии, во всем самым последним вошли в состав России, это Алай. Это благодаря нее. Вот чтобы они подчинялись, чтобы не было, они же 2 года не могли. Подчинялись, они вынуждены были с этим иметь дело после Алымбек Татхыс, потому что сыновья, знаете, вот Абдулдавек вообще покинул. Вот здесь сейчас, если есть время, километр 20, Джангрет, который видели, камня под этот кино. Можем показать там, где это шло. Ну вот примерно так. Рафат. Спасибо.